В Ингушетии продолжается подготовка к чемпионату России по дзюдо 2019, который пройдет во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева. Соревнования такого масштаба в этом виде спорта наша республика принимает впервые. До старта остается совсем немного времени, поэтому ингушские дзюдоисты продолжают усиленную подготовку. В составе сборной Ингушетии на предстоящем чемпионате России примут участие 6 воспитанников физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Зязиков-Юрт. Под руководством одной из легенд ингушской школы дзюдо Руслана Аксагова за 20 лет работы в стенах этого зала воспитано не одно поколение успешных спортсменов. Габасова, например, Габасова очень талантливый спортсмен, он много сделал для России, для республики. Сейчас он реабилитировался после операции, коленный сустав, на мениску был операция, и перешел он 81 килограмм, форму набрал, он вроде бы, я думаю, что он хорошо, достойно выступит на чемпионате России. Костоев Джафар, как мы знаем, в прошлом году он выиграл чемпионат России среди взрослых в 19 лет. И он же является победителем первенства Европы, четырехкратный победитель Кубка Европы, первенства России. А Костоев Асапа, про него мы все знаем, очень талантливый был, очень выдающий спортсмен был нашей страны, республики. Шестикратный чемпион России, также был призером 6 раз России, 2 раза по молодежи выигрывал, Европу выиграл по молодежи. На чемпионат мира за выход в финал он сделал бросок через голову. В то время он строго следили за этим броском и дали им хансоки, автоматически он стал 5-м на мире. Хотя шанс был у него выиграть чемпионат мира. Он шестикратный чемпион Кубка мира, большой шлем выигрывал, он участник Гран-при, там не перечислились все его результаты. Что о нем можем сказать? Возраст у него сегодня, даже все удивляются, как он в таком возрасте еще борется. А он еще борется, не то что борется, и с другими молодежью там втягается наравне, им тренируется, не пропускает занятий. То есть он фанат своего дела, и вот в этот раз тоже хочет порадовать зрителей нашей республики, будет участвовать в чемпионате России. В предстоящих соревнованиях также выступит и прошлогодний победитель чемпионата России по дзюдо Джафар Костоев. Дебют на взрослом уровне у нашего спортсмена получился очень успешным. На пути к золоту Джафар уверенно прошел всех соперников, а в финальной встрече вышел на татами против своего земляка Исмаила Хамхоева. За ингушским финалом в Грозном следили все любители этого спорта нашей страны. По итогам упорной борьбы победителем этого противостояния стал Джафар Костоев. В прошлом году это был первый мой чемпионат России. Мы с тренерами рассчитывали. Главная цель у нас была попасть в сборную, то есть войти в тройку. По воле Всевышнего получилось стать первым. В этом году же у нас первый раз в истории проходит чемпионат России именно в Ингушетии. Первый раз, из-за этого хотелось бы там побороться и
повторить прошлогодний успех. Ну а так, мое выступление там еще под вопросом. Нужно посмотреть, что скажет главный тренер России. Они могут освободить, могут сказать выступать. Ну, я постараюсь выступить и выступить хорошо. Вот насколько, Джафар, чувствуется разница, да? Ты же все-таки в первый раз в прошлом году по взрослым участвовал. Вот чувствуется разница? Насколько там более опытный спортсмен? Ну, разница есть, конечно, в любом случае. По юниорам это более неопытные спортсмены, молодые. Там борьба проходит неопытно, ошибки тоже проходят. А здесь уже опытные спортсмены с тобой борются. Там и ошибки нельзя допускать меньше, и физически нужно быть очень сильно готовым, чтобы выступать на их уровне. В свои 19 лет Джафар Костоев уже считается одним из самых перспективных дзюдоистов России и подходит к предстоящему чемпионату в качестве одного из фаворитов своей весовой категории. До начала состязания остается не так много времени, поэтому помимо основной подготовки Джафар также проводит и индивидуальные тренировки. Джафар, расскажи, как ты готовишься к чемпионату, сколько у тебя тренировок в неделю, вообще в какой форме ты находишься на сегодняшний день? Ну, в этом году в основном у меня подготовка была со сборной России. Сборы проходили в разных местах России, но в основном в Адлере. В Адлере у нас очень хорошие условия, из-за этого ЕЦО любит, чтобы там проводили сборы. А так, я на данный момент, на данном этапе тренируюсь дома. Подготовка у меня идет в основном горная подготовка, ну, индивидуальная подготовка, так как общий план мне не подходит из-за травмы. План не удается у меня выполнять. Из-за этого приходится как-то выкручиваться. Все ближе и ближе чемпионат России подходит. Тренируюсь в основном у меня горные подготовки, ну, ОФП, физподготовка в основном. Тренируемся на выносливость. Вот если говорить про твое выступление на предстоящем чемпионате, вот насколько тебе приятно, что ты будешь участвовать вместе с твоим дядей на одном турнире, и вот в какой форме ты находишься? Ну, в прошлом году я первый раз участвовал на одних соревнованиях со своим дядей. Это было очень приятно для меня. В этом году я тоже надеюсь, что и он, и я, мы выступим хорошо. Будет приятно для меня, если в одну семью мы принесем две медали. Желательно золотые. Да, желательно золотые. А если говорить уже просто про выступление за пределами Ингушетии и внутри республики, вот где тебе сложнее выступать, и вот какой у тебя настрой выступить дома? Мне как-то сказал вот Макушков Муса, что внешние факторы не должны влиять на твою борьбу. Я думаю, в любом случае эти болельщики, они будут влиять. Я думаю, борьба должна быть зрелищная. Последний вопрос, Джафар. Вот что бы ты сказал нашим ингушским болельщикам, насколько чувствуется эта поддержка для спортсменов? Ну, этот момент, когда ты слышишь крики поддержки, они очень мотивируют тебя на борьбу. Хотелось бы, чтобы было побольше болельщиков, чтобы приехали и поболели за нас. Также в чемпионате России примет участие один из самых титулованных ингушских дзюдоистов Асхаб Костоев, четырехкратный победитель чемпионатов страны, участник первенств Европы, победитель международных турниров по дзюдо. И это далеко не весь список достижений нашего земляка. На предстоящих соревнованиях Асхаб также является фаворитом в весовой категории 100 килограммов. Асхаб, ты не раз участвовал на чемпионате России. Вот насколько это важный турнир для наших спортсменов, начинающих спортсменов, и насколько это важно, что проводится у нас в Ингушетии? Чемпионат России – это первый этап, скажем, к большому спорту. С чемпионата России, кто попадает в тройку, он становится сборной и начинает ездить на международный этап. Поэтому Россия – это, так скажем, самый важный старт в большом спорте. Это первые шаги, так скажем. А для республики это престиж, во-первых, и популяция дзюдо в республике.
Асап, ты больше 5 раз участвовал на чемпионатах России. Чувствуется с каждым годом, что соперники становятся сильнее? На чемпионатах России я участвовал больше 10 раз. Когда я рос, с каждым годом было все легче и легче. Но потом все тяжелее и тяжелее. Молодые растут, и поэтому, конечно, молодость всегда побеждает старость. И это жизненный процесс. Поэтому, конечно, все тяжелее и тяжелее. Новые спортсмены вырастают, незнакомые, каждый со своими талантами. В сентябре Асхаба Костоева ждет очередной старт в карьере. К предстоящему чемпионату он намерен подойти в лучшей форме, поэтому в подготовку входят ежедневные усиленные тренировки. Если говорить про предстоящий чемпионат России, как ты готовишься к нему, в какой форме ты находишься? Ну, в какой форме сказать тяжело, это будет в день борьбы видно, в какой ты форме и как пойдет борьба. Поэтому рано говорить, готовимся по плану, постепенно, надеемся быть в форме в день борьбы. Если говорить про тренировочный процесс, Асап, на чем ты делаешь упор, сколько у тебя тренировок бывает в неделю? Уже, в принципе, пошла подводка. Сейчас короткие тренировки, недолгие. 30 минут, вот так. А до этого, в прошлой неделе, были, нагрузочная неделя у нас была. Мы тренировались по часу, по 2 часа в день, утром, вечером, так примерно. Асап, как мы уже говорили, чемпионат России проводится у нас в Ингушетии. И вот на твой взгляд, насколько важна будет поддержка наших земляков для наших спортсменов, и что бы ты хотел пожелать болельщикам нашим? Конечно, соревнования важны, тем более, когда у тебя дома проводится, все болеют. Болельщикам, чтобы получили удовольствие, чтобы было больше желающих заниматься дзюдо. Дзюдо, вы, как понимаете, с нашими адатами смотрится, форма одежды, такой достойный вид спорта, можно сказать. Родиной дзюдо является Япония. Японцы, сами знаете, самурайская честь. Они ведут себя достойно даже на чемпионатах мира. Они пытаются проигрывать, выигрывать, не поддаются эмоциям, криками. Поэтому я желаю, чтобы зрители получили удовольствие, чтобы смотрели и поддерживали, конечно. На чемпионате России 2019 по дзюдо спортсмены будут бороться в 14 весовых категориях. С 6 по 9 сентября более 450 лучших дзюдоистов из 70 регионов страны выйдут на татами Дворца спорта «Магаз» имени Берда Евлоева. Разумеется, Ингусская школа дзюдо также представит своих лучших спортсменов в различных весовых категориях. Если говорить, Руслан, подробно про Джафара Костоева, на ваш взгляд, насколько велики его шансы выиграть на этом чемпионате, и что вы можете сказать про его выступление в прошлом году? В прошлом году ему равно не было никого на чемпионате России. В финальной схватке он встретился с нашим земляком Хавгоем, и он доказал, что он превосходит и в технике, и физически, и морально. То есть тот день был, это его день был, Джафара. И сейчас готовится он 2 раза утром, вечером тренируется. Правда, преследовала его травма. Несмотря на эту травму, он выходил на занятия утром, вечером. Я думаю, что на этом чемпионате шанс у него, конечно, есть выиграть чемпионат России. Как повезет ему,
посмотрим. Но мы будем надеяться, что он выиграет России и порадует зрителей нашей республики. Но выходцы из моей школы, я думаю, что призерах будут Байсангуру Акбар, это очень талантливый спортсмен, неоднократный призер, победитель, чемпион России и Кубка Европы, участник первенства мира. Есть шансы у него тройки быть. Есть шансы у нас 81 килограмм Габасова Имранбека. Шанс есть у Костоева Джафара быть тройки и Костоева Асхаб. Но как повезет, как Аллах даст им, все зависит от них. Сегодня преждевременно не будем там забегать вперед, что кто может. Но мы надеемся от этих ребят результат. У нас еще ребята на Назране, неплохие ребята, это 66 Часыгов, хороший у нас, Кадзуев, Мусах, очень хороший, Даурбеков там, Муталиев. Ну, там ребята неплохие, очень хорошие. Я думаю, что на чемпионате России у нас 1-2 золота, это, я думаю, что точно будет у нас. А призеров там 2-3 человека, серебряные, я имею в виду, и бронзовый призер тоже у нас 1-2 человека должен быть. Ну, посмотрим. Первые номера сборной страны освобождены от участия в чемпионате страны из-за участия на чемпионате мира. Для молодежи это прекрасная возможность заявить о себе на предстоящих соревнованиях и попасть в национальную сборную страны. Пока неизвестно, кто из фаворитов приедет. Почему? Потому что сейчас борются на чемпионат мира ребята. Основной состав сборной России на чемпионат мира, на командном чемпионате мира борется. И помогать туда уехали 3-4 номера. Но я не знаю, кто приедет. Может быть, чемпионат мира, основной состав, который сейчас неудачно выступили. Возможно, будет 2 Халмурзаев участвовать на России, Магушков будет участвовать на России, Аздоев будет участвовать на чемпионате России. Это прогнозы у нас. Как Гамба скажет, как он распределит, вот так и будет у нас. Но так мы бы хотели увидеть их у нас дома. Все-таки первый раз в истории Ингушетии у нас проводится чемпионат России. Хотели бы видеть наших ведущих спортсменов на чемпионате России, и чтобы они показали красивую борьбу, хорошую борьбу, чтобы стимул был для молодежи. Молодежь, равняясь на них, смотря на них, они тоже потянулись бы. И нам сегодня наша задача, как можно больше вовлечь ребят в спорт, чтобы у нас, мы видим, сколько у нас ребята портятся с этими лирикой, или как их называют там. Чтобы этого у нас не было, наша молодежь должна быть самой сильной, самой здоровой, самой процветающей республика должна быть. И я думаю, что благодаря этим ребятам и Костоева Асхаба, Костоева Джафара, Байсангура Акбара, Султыгова Джабраила, это которые умерли, Аксагов Юнус, я думаю, что еще больше потянутся ребята. Вот в сентябре у нас будут новые наборы дзюдо. Я хотел бы попросить, пользуясь случаем, родителям, чтобы они приводили своих детей. Для них мы не будем отказываться, хотя у нас там в группе должен быть 20 человек, 30 человек, у нас по 80, по 70 человек бывает. Даже и 100 будет, мы будем с ними работать ради того, чтобы они не занимались ерундой, занимались, развивали свое здоровье. До старта чемпионата России остается не так много времени. Основная задача спортсменов подойти к соревнованиям в своей лучшей форме. Кто окажется сильнейшим, покажет татами. Ну а болельщиков ожидает очередной праздник спорта.